Я хотела вас запытаться у спадара Барыса, ён рабіў не один фильм по теме мінскага гета. Наколькі цяжка займацца гэтай рэканструкцыяй? Таксама вы шукалі пэўны героек свайго фільма, геаграфія вашага фільма, асабліва калі мы кажам пра Зундеркіна, вельмі шырокая. Як ваша праца складвалася? Ну, это ж многолетний такой вот труд. Я очень хотел сделать несколько фильмов по Минском гетто. Даже не только о Минском гетто, вообще о... Я не скажу, что это проблема, но вот эта тема, во-первых, это моя семейная тема, потому что у меня отец и мать жили на территории Западной Украины. Отец ушел в армию 22 июня 1941 года, а его первая семья осталась в этом городке и была убита в местном гетто очень быстро сразу. Он после, в 1944 году, когда освободили эти территории, поехал искать, но никого не нашел. И я всегда хотел как-то узнать вообще историю семьи, прежде всего. Вот кто был до меня, почему ведь так сложилось. Вот. У многих людей, с которыми я встречался, это и соседи наши по дому, и у каждого была своя трагедия, своя история. И началось, наверное, вот там. А когда я приехал сюда, в Минск, поступать в университет, это в 1965 году, здесь тоже много людей было, с которыми я встречался, именно связаны вот тоже с такой же историей, но здесь. И я вообще тогда, наверное, впервые понял масштабы этой трагедии, потому что вот тебе Украина, вот тебе Беларусь, наверняка и в других городах, и в Литве рядом, тут тоже была эта трагедия. Трагедия Каунасского гетто, которая тоже было уничтожено еще до того, как пошли туда немцы. Там все население еврейское было убито. И вот всегда как-то хотелось это сделать. Первый фильм мы сделали, наверное, лет 10 назад. Это был фильм «Тростенец. Аллея смерти». Еще был старый памятник Тростенца, еще не было всей этой истории. Но мы уже первый вместе с мастерской Владимира Бокуна сделали, и телеканал ОНТ нас тогда поддержал. Потом был фильм «Из мира в мир». Это история исхода Мирской религиозной школы Ешивы и спасения ее японским консулом в Литве Субихарой, который спас очень много человек. И тоже такая история. И тоже это еще одно подтверждение вот такого масштаба трагедии. Казалось бы, Япония вообще какое отношение имеет к Холокосту, к еврейской общине. А вот нашелся человек, который стал праведником, который не подчинился своему императору, для Японии это император, это солнце, и спас буквально тысячи людей, не только эту Ешиву. Он делал фальшивые визы. Император запретил выдавать визы на выезд в Японию. Из Литвы он был консулом Японии в Каунасе. И он выдавал фальшивые визы, с помощью которых люди выезжали, целые семьи, школы выезжали в Японию, а оттуда были интернированы потом в Китай и оттуда уехали в Иерусалим. Я эту историю узнал случайно. В Иерусалиме наткнулся на религиозные школы, которые называются Ешива Мир, Ешива Кареличи, то есть белорусские города, городки, местечки. Оказывается, люди, которые уезжали, спасались каким-то образом, многие погибали при этом, потому что это путешествие длилось до полугода.
через Советский Союз, там целая история. Вот. И вот этот был фильм «Из мира в мир» он назывался. Ну и потом мы начали работать вот над темой именно Минского гетто. Первый фильм назывался «Хроника Минского гетто», второй фильм «Дважды рожденные», это о праведниках. Третий был о сопротивлении Минска за честь и гетто, за честь и свободу. Вы спрашивали, были ли другие партизанские отряды? Да, первый отряд был, это отряд Зорина, так называемый. Он был небольшой, семейный, то есть там было больше женщин и детей, чем боевой группы. Но тем не менее была и боевая группа. Вот потом он стал членом, его отряд влился в большое партизанское соединение, но сам Зорин умер после войны в Израиле. Вот. И было еще несколько таких отрядов. Вот. И, наконец, четвертый фильм – это «Зондергетто», о евреях, которых вывозили из стран Европы и уничтожали здесь. Мы снимали с помощью вот, и исторической мастерской, и с помощью программы «Мост» в разных городах. Снимали в Австрии, в Германии, ну, естественно, в Минске. И вот это 4 этих фильма, они в очень многих странах уже были показаны. Сейчас они будут показаны в Вене, по-моему, в марте месяце. И 1 мая, во всяком случае, запланирован показ в Госдепартаменте Соединенных Штатов в Вашингтоне. То есть, ну, в принципе, это задача. Было очень как-то непонятно, почему о Минском гетто практически не знают вот за рубежом. В институте Яд Вашем в основной экспозиции 2 фотографии Минского гетто, хотя это одно из крупнейших гетто в Европе. Я понимаю, что трагедию нельзя делить, там большая или маленькая, потому что для семьи один погибший – это уже трагедия. Но идет на тысячи, сотни тысяч людей. В Минске были потрясающие какие-то истории, даже и не только в Минске, вообще в Беларуси. Я был в Аргентине, в Буэнос-Айресе, огромный комплекс посвящен трагедии Холокоста, и там есть такая аллея праведников, но она из камней. На каждом камне выбито название страны и фамилия праведников. И один камень посвящен белорусской семье. Вот здесь есть тоже стенд. Это он руководитель баптистской церкви в Кицко, да. Муж и жена. Вот. И я все думал, почему в Аргентине? Оказывается, женщина, которую они спасли, она уехала в Аргентину и там рассказала свою историю. Вот. И, ну, я надеюсь, что когда-нибудь, вот, все знают Освенцим, там, Маутхаузен, понятно, это огромная трагедия, огромное количество людей, но Минск не менее известен. Кстати, памятник Яма, который многие знают, все знают, это вообще первый обелиск, поставленный с надписью на языке идиш, поставленный в 1947 году. Мы тоже делали фильм об истории этого камня. Это тоже целая история. Его ж надо было пробить в советскую систему, которая отрицала вообще участие евреев в войне и трагедию евреев в войне. Ну, я думаю, что совместно фильмами, вот этим замечательным проектом устной истории,
все это будет пробиваться, все это молчание должно исчезнуть. Должно исчезнуть. Господар Борис, Егор, у вас розные формы подачи материалу в ваших фильмах, розные виды. Ось у вас, я так розумію, у вас такое більш як реконструкція, такое спробовість об'єктивного документального кіно. У Ягора більш такий підход сенсибілізації. Як ви лічите, чим можна привабити молодь до проблеми? Ці можна про документальні фільми зробити глядача активним? Як ви лічите? Треба спитатися у глядачів. Мне здається, що можна. І тут якраз той шлях, яким йде Лілсат, такой, ну, розповідь удельника, це вельми важливо, це самое важное, мені здається. Часом можна знайти видатного розмовця, а часом і люди просто не хотели на эту тему размовлять. И не кожного можно разговорить, не кожному можно... Но вот часом запытаешься, и человек замолкает, и все. У меня был один такий розмовця, тут так само в Мінську, у дитячому домі, у час оккупации, ховали не только евреев, ховали одного негритянского хлопчика. Джон Калмагоров. І він живе у Томску тепер. Він вчився у школі для дітей керівників інтернаціоналу, Комінтерн. До речі, ця школа існує і сьогодні. Там родова еліта, діти родової еліти під Москвою. И их привезли сюда, детей, у пионерский лагерь. И они трапили в оккупацию. И вот этот негритянок, он сбег за дома, где они, здається, Наваградский район, где там. И 5 збегло. И он, кореец, болгарин, и ще 2 детей, не пам'ятаю. 2 загинули, 3 добрались до Минска, их ховали у дитячем доме. Но сховайте негритянка. И голову у печи ховали, так як тут был рассказ, что девчинку знайшли у печи, так, и он так само там ховався. И мы брали интервью, ну таким соразмовця цікаво. Але ён не адмаўляўся з вами размовляць? Не, он наоборот, но не наоборот, потому что про его никто ничего не видел. Живе в Томску негритянок, и все. Ну, и он уже сивый человек, семья, там, дети, внуки. Ну, ведаеце, што як бы тут любы метод, ну, калі ён служыць справе і ён будзе працаваць. І вось галоўнае, што можна зрабіць, і што можна зрабіць, калі вось сапраўды вось атрымалася сустрэцца з такім чалавекам, так, ён падзяліўся сваёй гісторыяй, якой ён нават, ну, можа, і не збіраўся дзеліцца. Таму што это таксама, ведаеце, вось калі ўсё ж такі гэта важна, што гэта вось перажытая для людзей, гэта вось траўма, яна ўсё ж такі перажытая. І таму што, ну, цяжка ўявіць чалавека, які вось будзе жыць з гэтым цяжарам усё жыццё, і сапраўды адбываецца пэўная такая, ну, як вось і ты казала, рэтраўматызацыя, але, ну, вось у гэтым выпадку у нас такі інтарэс, каб людзі штосьці распавялі. Людзі, суразмоўцы, бачаць гэты інтарэс, яны гатовыя гэтым падзяліцца, яны гатовыя распавесці, а наколькі гэта будзе пераканаўчым, ведаеце, часам мастацкая праўда, яна можа быць больш пераканаўчай за рэальныя факты.
А сродкі, ну, наприклад, ось тут так само хроніка, гэта далёка не вся хроніка, яка адносіцца да Мінска. Яе і цяжка лакалізаваць вельмі дастаткова складана. Там ёсць матэрыялы і магілёўскага гета, і таксама вось мінскія матэрыялы, дзе вось гэтыя як бы латы, такая пазнака жыхароў гета, так, вязняў гета, уласцівая толькі для Мінска. Але калі такой хронікі, ну, у прыродзе няма, не існуе, калі вось не была такая хроніка зроблена на тэму мінскага гета, гэта не азначае, што, ну, мы як бы не можам стварыць гэтую як бы атмасферу і проста это даводзіць рознымі сродкамі, аўдыо, візуальнымі, рэканструкцыямі. Ну, галоўнае проста, што можа быць зроблена ў гэтым накірунку, і гэта сапраўды робіцца. Ну, розныя ініцыятывы, яны сыходзяць абсалютна розных устаноў, і у Беларусі, ну, можна сказаць, што вось метад вуснай гісторыі, ён самую такую высокую ацэнку атрымаў, вось калі Нобелеўскую прэмію атрымала Светлана Алексеевич. Это таксама, ну, сведчыць пра тое, што такія напрацоўкі, яны вось беларускія, і яе на гэты шлях таксама прывялі Адамович, і яна гэта не абвяргае. Таму як бы сапраўды тут важна, што гэта агульныя намаганні, і такіх гісторый беларускіх вельмі шмат, і што можна канкрэтна зрабіць, як бы вынікі гэтага ёсць. Сейчас есть предложение вот студии Ленфильм сделать мультфильм о Холокосте и о гетто. Вот я не очень представляю, но вот они просят попробовать сделать сценарий, мультфильм. Потому что для того, чтобы дети знали, что это было. Как это сделать? Я еще, честно говоря, не очень представляю, но, наверное, можно. Наверное, как-то найти язык, найти глазами детей. Средства, показать глазами детей. Может быть, есть детские рисунки, вот я сегодня смотрел. Может быть, их... Ну, так наш Штейнер, он еще жив, слава Богу. Ну, так само это показательно, что все ж таки, калі дзіцёнак апынуўся ў такіх вось умовах, і ў гета ему выжыць было значна легчэй, чым дарослым. Гэта таксама вось такі вельмі важны момант, калі мы працуем з памяццю, калі мы вось працуем са сведкамі, што як бы гэта сапраўды, ну, погляд і ацэнка гэтага досведу, сыходзячы з сітуацыі дзіцёнка, з псіхікі дзіцячай, ментальнасці, можа, дзіцячай, што як бы людзі у такім узросце іначай гэта ўспрымаюць, іначай перажываюць, чым дарослыя. В этом плане, напэўна, сапраўды лягчэй выкарыстоўваць гэтыя фільмы для адукацыі, у сувязі з тым, што тыя, хто расказваюць свае гісторыі, яны былі дзецьмі в той час, і тыя, хто ўспрымаюць, яны прыкладна падобным узросце могуць быць. І той наратыў, які ўзнік у тым узросце, калі яны перадаюць пэўнымі паняццямі больш уласцівымі для таго ўзросту, ён лягчэй успрымаецца. Пытанне, канешне, іншае, як перайсці ад эмацыйнага да рацыянальнага, да крытычнага стаўлення дзіцёнка. Ну, вось мы кажам сведкі, а вельмі часта і пра гэта згадваюць, што, напрыклад, у такіх сітуацыях бацькі, напрыклад, не хацелі, каб дзеці штосьці бачылі. Такіх сітуацый вельмі шмат было ў сітуацыях вайны. І потому что дети все ж таки они застаются детьми в часы войны. Ну, гэта сапраўды пытанне, што яны запамінаюць, наколькі яны бачаць усё. Мы можам тут са спецыялістамі абмяркоўваць, наколькі мы давяраем ці не давяраем пэўным сведчанням гэтых рэспандэнтаў, якія тут гавораць.
Фріда Рейзман часамі гаворыць, што яна нешта бачыла з дзейнасці падполя, але мы дапускаем, што можна ставіць гэта пад сумнеў, што людзі, якія маглі пацярпець за тое, што займаліся падпольнай дзейнасцю, маглі дапускаць дзяцей, назіраць за працэсам змовы там супраць нацыстаў. І пытанне сапраўды, з аднаго боку мы сенсібілізуем, з другого боку, наколькі мы бачым тут аб'ектыўную інфармацыю. Ну, дзіцёнак мог это не ўспрымаць як падпольную дзейнасць. І гэта сапраўды было ў інтарэсах тых падпольшчыкаў. Ну, тое ж самае, ну, нельга, калі чалавек вось у такой сітуацыі павінен быў кветкі паднесці Кубы, і ён быў дзіцёнкам, то ну, наколькі яго можна абвінавачваць у калабарацыянізме, скажем. Ну, это сапраўды як бы прымушае ну, задумацца по-новаму над гэтай праблемай. І тут сапраўды неабходнасць такога пошуку нейкага такого грамадзянскага вось кансэнсусу, калі гэтыя тэмы, што не ўсё так адназначна з той жа тэмай Халакост, як гэта падае, напрыклад, там афіцыйны наратыў. Ці тут сапраўды трэба шукаць нейкую такую стратэгію, вось, як прыблізіцца да гэтых успамінаў, як іх зрабіць, ну, скажем, ну, не аб'ектыўнымі, але вось такімі, як бы, ну, можна сказаць, чалавечымі. Што гэта вось сапраўды, гэта праблема чалавечая, людская праблема людзей, а не тое, што мы вось там дакладна можам вызначыць, дзе чорнае, дзе белае і так далей. Што вось да гэтага трэба, канешне, падыходзіць як да такой, ну, вось, агульнай трагедыі. Канешне, гэта выклік тое, што зараз фільмы, якія здымаюцца з удзелам сведак часу, гэта сведкі, які былі дзецьмі ў гэты час. І у нас ужо фактычна няма выбару, якім чынам прэзентаваць гэтую гісторыю. Але трэба таксама з гэтага браць плюсы. Вось у нас зараз выстава ёсць у першай частцы нашай майстэрні «Вайна вачыма дзяцей». Напэўна, вы паглядзелі, яна выклікае розныя адчуванні. Яна была, калі вы ведаеце, звязана з конкурсам для школьнікаў, праведзеным у 46-м годзе, калі дзяцей, якія бачылі на свае вочы вайну, заахвоцілі намаляваць гэта. І калі мы ходзім ад малюнка да малюнка, таксама, як успрымаць гэтыя крыніцы? Тое, што яны намалявалі. Мы ім давяраем ці не давяраем, наколькі даставернасць, ці гэта інтэрпрэтацыя, ці гэта дапоўненая рэальнасць з пункту гледжання таго, хто гэтыя падзеі бачыў. І можна нават ужо на гэтых малюнках зразумець, што штосьці сапраўды дзіцёнак бачыў, а штосьці ён уяўляе, што так магло быць, але ён не мог пры гэтым прысутнічаць. І такая ж самая сітуацыя ў нас узнікае, відаць, з вуснай гісторыі, што мы бачым у фільме, мы сенсібілізуемся, але калі мы глядзім на гэта як гісторыкі, то часамі можам быць вельмі крытычнымі. Тут трэба глядзець не як гісторык і не як матэматыка, проста як чалавек, ці ўдзельнічае, ці прымушае нешта задумацца, можа і заплакаць, можа і усміхнуцца. Вось і все. І тут мы не вылічым, як трэба, як не трэба. Ёсць нейкія людскія пачуцці, ёсць нейкія адчуванні. Ну, вось фраза Фриды, что вообще дети были тогда стариками, она такая красамоўная, что і зноў-такі, калі, і гэта відаць, вось калі майстэрня ангажуе маладых людзей, вось у экспедыцыі, у размовы, у інтэрв'ю з гэтымі, яны ўсё ж такі не могуць гэта вось успрымаць, як бы, знаходзячыся ў такіх варунках такога, ну, мірнага жыцця, дзе зусім іншыя, як бы, існуюць праблемы. Вось это сапраўды цяжка вельмі, як бы, суаднесці вось досвед такога
сённяшняга дзіцёнка жыццём і досвед чалавека, які апынуўся ў такіх умовах экстрэмальных, якія на штодзень былі экстрэмальнымі, што калі вось гэты жах і страх, што ты еўрей, суправаджаў чалавека на працягу 7 год, а можа і больш, таксама пра гэта не ведаю. Ці тыя ж сітуацыі, што маліны, яна сёння з перспектывы сённяшняга дня это вельмі такая далёкая, это цяжка вельмі усведамляць на штодзень. Сапраўды мы можам сказаць, што гэтыя ўспаміны нас надштурхоўваюць разумець, наколькі страшнымі былі падзеі і сапраўды якімі мы былі б у такой сітуацыі, што может быть мы столькі б не вытрымалі, мы бы не выжылі, і тое, што выжылі гэтыя дзеці, гэта таксама прыклад для вывучэння. Я хацела бы задаць вам пытанне таксама, так як гэта праца з асабістымі гісторыямі, часамі нейкія вельмі асабістыя, вельмі інтымныя, магчыма, падрабязнасці выходзяць. Ці як этычна вы працуеце са сваімі героямі, якія у вас, может быть, перашкоды, якія абмежаванні сустракаліся падчас працы над вашымі фільмамі? Як вы падыходзіце да пабудовы фільма ў сітуацыі працы з такім вопытам вельмі асабістым? Гэта, напэўна, кожны раз, кожная такая індывідуальная гісторыя. Бывают такие, скажем, речи, якія падаюцца выпадковымі, а насамрэч, неяк гэта было абумоўлена тым, што сустрэча з гэтым чалавекам і гэты дыялог, гэтая гісторыя, яна не выпадковая ўсё ж такі. Я не схільны разважаць, тым не менш, што гэта такія выпадковыя сустрэчы, гэта выпадковыя контакт з людзьмі, таму што кожнае такое інтэрв'ю, асабліва калі браць спецыфіку вуснай гісторыі у нашых умовах, калі чалавек нават часта не падрыхтаваны, ён не чакаў, што зараз ён можа всю гэтую гісторыю свайго жыцця так для самога сябе і не фармуляваў, як ён гэта робіць у выніку такога інтэрв'ю. І вельмі часта гэта больш адносяцца да такіх экспедыцый, якія адбываюцца ў вёсцы, у вясковай мясцовасці, калі гэта часам бывае і адзіная такая сустрэча ў жыцці з гэтым чалавекам, і пазней гэты контакт ён не працягваецца, таму што ёсць матэрыял, ёсць гэты інтэрв'ю, але я просто хочу сказаць, што асабіста мяне калі над гэтым фільмам ішла праца, уразіла тое, мы ведаем, уяўляем сітуацыю Халакоста, так, уяўляем сітуацыю, калі людзі па нацыянальнай прыкмеце проста апынуліся ў такіх умовах. Мяне уразіла тое, што трошачкі прымушае такая сітуацыя іначай паглядзець на сваю ідэнтычнасць, на сваю нацыянальнасць. Такая надзённая сітуацыя, калі чалавек знаходзіцца ў пошуках сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. І такія адказы на сённяшні дзень, яны дастаткова такія адназначныя. Я беларус, я яшчэ хтосьці. А такая сітуацыя, калі ты са сваёй нацыянальнасцю апынуўся у такіх умовах, як былі габрэі у часы вайны. Ці не прымусіла б гэта іначай паглядзець на сваю нацыянальнасць, пераасэнсаваць яе. І для мяне гэты досвед, ён значны такі, можна сказаць, прарыў зрабіў у гэтым накірунку, ці проста такую адкрыў перспектыву, калі іначай можна ацэньваць і асэнсоўваць у першую чаргу сваю нацыянальнасць. Асабіста для мяне.
Ну, такой вопрос очень сложный. Как... Ну, для меня, я уже говорил, что для меня это тоже в какой-то степени личная история. Вот. Я иногда, я вот совсем недавно подумал, ну, если бы семья, первая семья моего отца осталась жива, меня бы не было. Вот такие переплетения, вот, знаете, недавно, вот у каждой истории есть какое-то продолжение, иногда совершенно фантастическое. Ну, 2 года назад в Минск приезжал представитель фонда Лаудера. И ну, там готовилась встреча его с президентом, и он участвовал в закладке камня в Тростенце, в Лаудере. Вот. Этот представитель, нас пригласили в МИД на беседу. И вот мы едем с этим представителем в такси, в МИД, сначала обедали, потом поехали. И по дороге он что-то сказал, мой английский такой, что не каждый его понимает. Видимо, он слишком хороший. А он вдруг что-то по-польски сказал. Я ему по-польски отвечаю. Он говорит, о, ты знаешь польский? Я говорю, да, знаю. Откуда? Я говорю, что я с Западной Украины, я там в школе был, учился. И он говорит, ты где? Я говорю, вот Тернопольская область там. А какой город? Я говорю, Чертков. Он говорит, слушай, моя бабушка и дедушка из этого города. А где, говорит, твои жили? Я говорю, улица Шпитальная. Он говорит, мои на Шпитальной жили. Я говорю, в каком доме? Он говорит, в 16-м. Я говорю, а мои в 6-м жили. Я говорю, а как их фамилия была? Он говорит, Белоград. Я говорю, я не знаю такой фамилии, что-то не слышал даже Белоград. Ну, тут подъехали к МИДу, побыли, там идем назад. Я говорю, а кто это? Да, он говорит, знаешь что, у меня, говорит, есть телефонная книга вот этого городка за 28-й год. Я говорю, ну, покажи, я хочу своих найти, там, своего отца, там, никого. Он в телефоне своем, у него сфотографирована эта телефонная книга. Я ищу на букву Г, значит, Герстер. А у него только на, он говорит, знаешь, у меня только на букву Б. Я говорю, почему? Ну, Белограй, говорит, свое. Я смотрю, Белограй, действительно, а под Белограем Биллер. Я говорю, а кто это Биллер? Он говорит, у него такая история. Я говорю, слышал, я его-то не знал. У него такая история, он был врачом, и у него была семья до войны, а ушел 22 июня на фронт, его в армию сразу взяли как медика, а семья осталась, семья погибла, он вернулся в город, стал искать свою жену, ему сказали, что ее нет, что она погибла, он уехал, значит, пошел на фронт дальше, оказался в Австрии, в американской зоне, и уехал в Америку. Короче говоря, сейчас он жил в Нью-Йорке, там женился, сын уехал, значит, сын уехал в Нью-Джерси, живет в Нью-Джерси. Я говорю, так ты все о нем знаешь, но ты, я говорю, ты знаешь, он нашел свою жену. Да не может быть, он говорит. Я говорю, он уехал со своей женой в эту Австрию, там оказался в американской зоне, уехали они в Америку, у них родился сын в Нью-Йорке, и сын живет в Нью-Джерси, зовут этого сына Бруно, он говорит, точно, Бруно. Я говорю, как зовут этого Биллера? Он говорит, Майер. Я говорю, да, Майер. А его жена это двоюродная сестра моего отца. Это из всей семьи осталась только эта двоюродная сестра, которая 3 года польская женщина держала в подвале у себя. И я откуда знаю, потому что
у меня там болела жена, я вспомнил, что когда-то отцу приносили какие-то открытки, каким образом их передавали, не знаю, из Нью-Йорка, подписанные Бруно Биллером и Майером от его двоюродной сестры. И я подумал, найду я или не найду. А в это время Буравкин оказался в Нью-Йорке представителем ООН. Я его встретил, мы были в очень хороших отношениях. Я говорю, Геннадий Николаевич, вот так и так. И через несколько дней приходит факс на телевидение из Организации Объединенных Наций. Телефон. Короче, нашел он мне этого брата. И мы ездили в Америку. Вот продолжение истории, да, вот казалось бы, вот кино. Вот сделать такое кино о том, что ничего не проходит вот так. Любое событие, оно связано с десятком, сотней других событий. Так же, как судьбы людей. И, конечно, вот история Минского гетто, она не кончается Холокостом и праведниками, и жертвами. Она там гораздо больше, гораздо глубже. Вот каким эта история останется через 2 поколения. Вот как мы угадаем? Мы же сегодня не плачем по тем, кто погиб в 1812 году во время французской или русско-французской войны. Но как-то это осталось какое-то. Их не было магчимо зафиксовать с устной истории. Ну, в устной нет, но зато был Лев Толстой. Мы вельми сподіваємося, что наши записи застанутся по сотни год и будем максимально видеть. Вот, извините, вам же как раз, мне кажется, должно хватить остроты, чтобы поднять эту тему. Тема же очень интересная. Ну, очень, я не знаю, как его. Я разговариваю со студентами. И не мультика тема. Нет, я понимаю. Одна тема коллаборации, здесь колоссальная Конечно. тема, она темная. Конечно. Василий Владимирович Быков, с которым вот я, так сказать, ходил вместе рядом, он был озабочен этой темой. Помните, последняя Конечно. публикация в «Дружбе народов», вот эти вот воспоминания, не помню, Да, как этой женщины, да, и так далее. Значит, он ходил и об этом думал. Он все время, все его произведения о коллаборации и так далее. То есть об этой трагедии, о разделении белорусского народа. И вот эта тема здесь, тема гетто колоссальная, ведь глава Юденрата это герой. Да. И он был замучен. Да, вот да, тема. да. И что было вокруг него. И что еще были люди, которые были присланы. Хроники Минского гетто, кстати, мы давно делали. Я даже не помню. Но я хочу сказать, что там же были присланы люди откуда-то с Германии или непонятно какие-то полууголовники, которые немцы поняли, что гетто работает сам. Да. То есть там работают сами на себя. Да. Там колоссальная тема, там драматургия очень есть. Вот тема, это не мультик, это же историческая правда. И она тогда останется для следующих поколений. Вы знаете, я вот со студентами на журфаке преподаю, и я им показываю фильмы, и меня удивляет, что они вообще ничего не знают. Так нет остроты. Надо экшен. Они вот в школе Молодому вообще поколению не нужен об этом. А что лепше, документальный фильм, темастатский фильм? У нас был Новиков, не рассказал знаю, Т-34, поглядел, студент пришел, рассказывал доброго, пошел копаться. Ну, мне Вот. кажется, А что диагноз? документальный все-таки сильнее. Мастера должны быть, мастера работают. Я показывал сейчас вот им о блокаде Ленинграда фильм. Мы делали на ОНТ 13 серий «Города-герои». Вообще само понятие «город-герой», оно исчезло. Как бы. И о Ленинграде он такой очень мощный фильм, потому что там тоже судьбы людей, рассказы людей. Они вообще не знали о том, что было во время войны. Вот просто сидят взрослые люди, ребята, 19 лет, 18, не знали. А уже Минске, казалось бы, вот тут же твои родственники, тут твои знакомые, семьи твоих друзей. Ничего. Ну тут объективно и понятно, Минск снесен.
Минск отстроен заново. Мы тоже не все Или знаем нас- про войну, Да, потому да. что архивы, к сожалению, до сих пор закрыты, поэтому мы тоже, к сожалению, не все знаем. про войну. Конечно. И о той блокаде конечно. ленинградской. Так тоже вы много хотите вопросов. узнать? Да, вы хотите узнать? Я Ну, прошу да. повторення, ось сподари експерти абсолютно праві, і фільми цудоўныя, трэба таких фільмаў больш, бо каб гэтая тэматыка стала заўважнай, патрэбны насамрэч многія яшчэ фільмы, бо няведанне яно дае месца для плётак, для міфаў, для ўсяго. І я сацыяльны псіхолог, і з чым я сутыкнуўся? У мяне у самога дзед партызан, з 16 гадоў партызанів, змагаўся з немцамі. Што атрымалася? Сидзеў я ў нейкім гэтым лагеры адпачынку, і там нешта там размаўлялі з нашымі свядомымі патрыётамі. Ну, я не супраць свядомых патрыётаў. Але я сказаў, што вось мой бацька быў партызан. А ён кажа, а мой бацька таксама партызан, і пачынае мне расказваць, які ён быў магутны партызан, калі яго пагналі з паліцаяў, як ён змагаўся за расійскую вызваленчую армію пад камандай Гітлера. І вось хлопчык быў такі натхненны, што ён нават не бачыў, што вось яшчэ трошачкі я гуляс на табурэткай. Бо калі б нашыя дзяды у цьмяным партызанскім лесе сустрэліся, то мусіць камусьці было б дрэнна з гэтых дзядоў. І гэта велізарная праблема, бо гераізацыя ідзе з абодвух бакоў. Стыгматызацыя таксама ідзе з абодвух бакоў. Альбо мы ўсе таталітарныя нягоднікі, адны сволачы, бо за Сталіна, іншыя сволачы, што за Гітлера. Альбо мы ўсе такія героі. І атрымліваецца, што вось гэты міт, ён стварае новыя міты. І стыгматызацыя аказваецца мацнейшая. Бо дрэнная людзі вераць лягчэй. І як мы самі не трапілі ў тую ідэалагічную пастку, калі вось усе беларусы стануць нейкімі такімі таталітарнымі пачварамі. Гэта і адносіцца да этычнага пытання, што сапраўды у такой тэме мы павінны гэтыя межы асабістага пераадольваць. Калі ў нас гэта атрымліваецца, у сітуацыі размовы з гэтым чалавекам, у сітуацыі размовы са сведкамі, і нават калі ёсць такія сапраўды полюсы, як падаецца, там паліцай і партызан, не ведаю, ўсё ж такі, калі ёсць магчымасць пераадолець гэтую мяжу асабістага, і дзякуючы гэтаму толькі гэтай гісторыі яна з'яўляецца, яе можна зрабіць, ўсё ж такі такім даробкам, як бы, і інфармацыі, якой будуць валодаць, вялікая колькасць людзей. Вось у такім накірунку, я думаю, ёсць перспектыва, і гэта сапраўды вось спецыфіка проста такой камунікацыі міжлюдскай, што вось яна такая. І калі атрымліваецца камунікацыя на такія тэмы, глобальныя, на агульначалавечыя, і часам тут таксама вось гэта падаецца вось сапраўды, это вялікая розніца ва ўзросце людзей. Гэта большасць рэспандэнтаў па вуснай гісторыі вось так адбываецца. Это за 80, это як мінімум павінна быць, калі гэта. Еще одно десятилетие не будет ни одного. Ёсць яшчэ нейкія пытанні, каментары? Знаете, небольшая как бы ремарка в отношении этого фильма, который мы видели. Очень много видового ряда, который остался безымянным. Вот это, конечно, мозаика, она под музыку смотрится человеком, которому 30, 40, 50 лет, немножко по-разному.
Вот. И поэтому, ну вот, мое глубокое убеждение, что в отношении всей хроники, у которой есть привязка конкретная, будь то Могилев, будь то Мир, будь то Койденова, будь то что-нибудь. Вот. Если это Западная Беларусь, да. Если это Польша, да. И потому что видно было по звездам, что это компиляция, собственно, из всей Восточной Европы. Вот. Ее надо озвучить. Ну, в смысле, не озвучить точно так же, как есть подпись о том, что это историческая мастерская, запятая, Минск. Вот точно так же Могилев, там архив и все остальное. То есть то, что есть, то, о чем определенно известно, а ясно, что практически все эти материалы хроники имеют конкретную привязку, вот этого, по крайней мере, мне этого не хватило, вот этого хотелось. Скажите, а хроника расстрела действительно, это яма? Нет, Или нет, да? я. Потому что она переходит из фильма в фильм, и я думаю, Да, неужели нет, конечно. нет, не сохранилась ее? Вот вы изучали? Нет. 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 Нет, да? Коли мы говорим про Мне яму, кажется, то и что расстрел, это, если я не там, ошибаюсь, и это расстрел. из Литвы вот кадры. Вот это Почему? расстрельная яма, это Ну, литовская. потому что Яма это карьер. Яма Яма это это песчаный карьер, в котором... Нет, я имею в виду вот эти расстрела кадры, не было. которые То есть здесь. На этой яме здесь не было расстрела. На Мельника. Расстреляли. На В Мельника. Яте не было расстрела, там захлопнули. Там уже Парижский. снесли туда тела расстрелянных здесь. Людей расстрелянных нет. Там хоронили. Лише особне питання тих образів, які в нашій свідомості існують. Ну от в цій ситуації тут Даша присутнічає, з якою ми робимо дидактичні матеріали по Мінському гетто робили, зараз будемо по інших групах ахвяр робити. І як працювати, щоб ці матеріали були прийняті, коли вельми шмат міфів на офіційному рівні створених, це велике питання. З дітьми-донорами, там, і ще шмат чого. От яма это так само одно, на жаль, з місця, вокруг якого міфи є. И в газете «Берега», в МИОДе, может быть, пошивка есть. Там как раз около ямы домик и фотографии. Ну, так фотография это Я думаю, там известная подшивка вещь. сохранилась. А от по Мінському гетто питання, да, справді для Ягора це був виклик подобрати некий матеріал документальний, бо Да, вельми мало их засталося. нет, их І нет. навіть коли ми зайдемо на Яд Вашемовський сайт, вельми шмат фотоздимків Мінська, це не Мінськ. Но ворота гетто почему-то у вас не попало. Они есть хроника ворот гетто. Почему есть? Со стороны, Нет, со стороны республиканцев. Там был Нет, кадр со с стороны, этой- ну, Романской Слободы, понимаю. Есть Там они- же, да, есть. они мелькнули, в самом да. начале. Немножко укрупнено здесь. Вход, потому что вход обычно где-то. показывают как полностью, а тут крупно. Потом не мега крупно же есть, Ну, потому что она снималась. Есть у них кадр, когда идут 4 солдата немецких. Есть эти кадры. А вот это, когда людей хватает, это, по-моему, Львов, да? Это вы взяли, это львовская хроника, по-моему, там. Белград. Или, да. Вот просто где-то я уже... Тут сапраўды Не помните? вельмі такая складаная рэч і у ідэнтыфікацыі гэтай хронікі, паколькі, ну, я могу сказаць, што гэта дакладна, што яна і павінна дзесьці быць. Эта хроніка ёсць, просто да яе няма такога доступу яшчэ. І Ну, она як бы есть, гэта- она... Ну, мне таксама падаецца, што Она як бы есть. гэтых матэрыялаў яны павінны быць, яны павінны існаваць. Тое ж самае, напрыклад, вось вы ведаеце, што нямецкія архівы яны вельмі адкрытыя, але у плане проста карыстання, у плане вось як ты прыходзіш, просто любы чалавек з вуліцы можа прыйсці ў архіў, яму прадставіць матэрыялы, якія ім цікавяць. Больш за тое, гэта выкладваецца онлайн, але вось што адносіцца да... Ёсць гриф, калі гэта звязана з антысемітызмам, так? І это вось гэты гриф, ён не дазваляе гэтую всю хроніку часоў вайны зрабіць такой публічнай, адкрытай, хаця як бы прынцып архіўнай працы і просто доступу да гэтых матэрыялаў, ён, ну, дастаткова дэмакратычны і ліберальны вось у краінах заходняй Европы. Таму як бы тут
Ну, я упевнений, що просто ще шмат такої хроніки буде відкритий, вона буде відома. Надо заниматься. Тут ще таке питання, ви казали про Яд Вашем, немало по Мінському гету. Я пам'ятаю, так само ми це питання уздимали. Їх позиція, наприклад, що неетично використовувати пропагандистські здимки. Ось те ж саме, колькі хроніки пропагандистської. Ну, в виніку транслюють позирк злочинців. Ось, наколькі ми можемо це використовувати, це так само етика, що ми використовуємо. Ну, информация Так что может мы, быть не только закладаем. с фото, да. Просто информации там вельми мало про Мінське гетто. Не закрыто не там у архивах Йосі, а у экспозиций их практично не. Хотя они сами признают, что это одно из самых великих Да. гетто, и оно мусило бы быть адлюстровано. И увага, конечно, до Мінського гетто, особенно минулый год, показала вельми великое. Вот скорее было 75 років ликвидации, великая колькость делегаций. И что меня уразило, например, что вот у Москве была адмысловая конференция, после бачила на неким сайті Кавказа, там телебачення і так далі, наколькі широко розійшлося, і коли будеш гуглити Мінське гетто, було роздадено таке указання всім амбасадам білоруським про цю тему згадати. Там, де в Аргентині, там в Туркменістані, були некие мероприятия, связанные с Мінським гетто, и это приємно в том плане, что было звернуто увага. Что будет далі, поглядим. Вот сегодня были у наместника старшини Мінгарканкама по могилкам. І сподіваємося, що нарешті їм дадуть некую іншу назву, чим зелена територія. Да? Здесь же стройка, здесь же стройка вообще уже началась. Тут і пошираються Почти на дорогу, костях. і Тут они бізнес-центр. При советской власти такого не было. Ось. І ситуація, сьогодні ми розмовляли Да, при что здесь было на при тему, советской що ви власти, это очень бачите, що в интересный вопрос. Бресті, а буде шума ще більше, коли це буде у Мінську. Да? В Бресті зараз вельми великий скандал, ви ж ведаєте, що знайшли повестки, там де хочуть будувати дом. І сьогодні реакція була конструктивна, сподіваюся, з цього нечто буде. Принаймні, ми сподіваємося, що могилкам дадуть статус. Статус и назву. Ну, І назву. назву. Нам сказали, що нас Нейтральне. запросять на посідження наступне, коли буде по назві цього місця. Тому проблеми є. Так само зараз челендж, це буде помник праведникам. Так само ж зараз аргкомітет працює, і це не просто. Тому стільки викликів. Є ще, може, хтось щось Ну, може я сказати. хотіла сказати. Я хотіла сказати, як це можна використовувати з дітьми, з молоддю. Мені здається, що такі фільми, вони дві мети повинні досягати. Перше – це персоніфікувати історію, яка для дітей навіть те, що було 10 років тому, коли вони були зовсім маленькі, це нечто зовсім далеке. І коли вони бачать людей, які вони ось зараз можуть зустріти у автобусі, які, ніколи об этом нікому не розказують. І навіть у мене були шмат таких ситуацій, коли ось один хлопчик, він каже, у мене сусіда звуть Мендель. І я завжди був переконаний в тому, що він просто приїхав з якоїсь країни. А зараз я зустрічаю в цих фільмах такі імена, коли я ніколи не чую, я в Білорусі навіть таких не зустрічала, одинки. І я розумію, що це наші люди. Це сучасні були такі імена для Білорусі ще там 70 років тому. Тому такі фільми я не повинна утримувати. Або реальні успомини людей, які ще живі, або фотоздимки, не якусь хроніку, про яку кажуть, які покажуть тварь чоловіка, який це пережив. І по-друге, після таких фільмів, мені здається, чоловік головне це не як він був неким жаху, или чогось боявся. Мені здається, що такі фільми, вони повинні здумати почуття любові до життя, коштовності життя чоловічого, як самого великого, що є. І задуматися об тим, що ось я щасливий, тому що я живий, тому що
я этого не бачу, тому что, ну, я переконана, что я не буду гэтым злачынцам. Мне здаецца, што вось галоўная мэта такая, адчуць каштоўнасць таго, што я ёсць здесь, і я гэтага не бачу. Мне так здаецца. Ну, со своего боку мне хотелось бы сказать про той позитив, який несе фільм, що все ж таки справді три історії, але люди, які живуть зараз, як вони вижили, як вони це перепрацювали, і вони всі троє такі позитивні, і не глядячи на те, що вони пережили, і вони показують некий приклад. В каком уме, Да. прекрасном уме, во-первых, люди. Великолепно. Тому гэта не только фільм не Глаза толькі, яким умные. заканчивается тем, что загинула столько, а на тем, что жыццё працягваецца. И гэта, я лічу, один из самых важных посылок, кроме того, что, конечно, такая история открывается для тых, в першую чергу, хто не ведаў зусім нічога. І ў якасці першаснай сенсібілізацыі, я лічу, вельмі добра. І пасля з гэтага можна пачынаць размову з дзецьмі, гаварыць, што вельмі важна якасная здымка, вось гэтыя партрэтныя, эфект прысутнасці і побач, як быццам з гэтым чалавекам знаходзішся, ён глядзіць табе ў вочы, ён расказвае, гэта таксама непараўнальна. Устанаўленне кантакта з чалавекам, хоць гэта і праз экран, гэта цудоўна. Простите, еще один вопрос про вот этот камень, который установлен на яме. Вы сказали, что есть фильм. А как называется? Скажите. Ну, вот я вспомню, по-моему, это я уже столько сделал, что я уже не помню, где эти кадры у меня. Именно эта история камня. По-моему, это в фильме «Тростенец. Аллея смерти». Мы начинали, по-моему, с этой истории. Ну, может быть. Такие памятники, они первое время стихийно возникали. То есть, ну, когда у кого-то были родственники погибшие, например, в этом месте. Это вот в первую очередь задача родственников. И такие есть монументы, вот они в Ашнянщине. Вот. Тут несколько было, как бы, да, вот. Здесь история как раз связана с тем, что он как бы официальный памятник. Что якобы первый официальный, в 1947 году с надписью на «И». Когда уже Пономаренко не Да, было и, по главе. и его пробился в то время Хаим Мальтинский, поэт, инвалид, пришел с фронта инвалидом, и он в Доме правительства там постоянно воевал, чтобы разрешили сделать памятник. Мало того, его подпольно сделали. Сделал один человек, который работал на кладбище и там готовил памятники. И был один невостребованный памятник, без надписи. И он использовал вот этот черный гранит, тайно сделал эту надпись и скрывали до того, пока Мальтинский не пробьет все-таки, что его поставили. И он пробил, и в 1947 году поставили. А он сам узник, да, Мальтинский тоже? Нет, он фронт прошел, он вернулся, да, но не его всю семью уничтожили, он вернулся инвалидом. И, ну, это известный поэт, потом он уехал, он умер в Израиле. Много лет уже, ну как много, лет 15. Же еще история, что репрессировали. Да, что еще Что? преследовали. Что расследовали тех, кто поставил этот помник. Да, и репрессии. потом арестовали этого человека, который сделал этот каменотес. Который резал вот эту Да, надпись. но потом все-таки выпустили. Но это представлено, имеется в виду. Ну да, это представлено. Дело врачей. Началось да, вот да. это дело врачей. Как раз 47-й год это в этот самый год они ставили этот памятник. И пробили. Вот. И надпись вот эта, она сделана Мальтинским. Ну, текст сам. Ну, меня просто вот
Это была экспедиция по устной истории, и тоже место, связанное с Холокостом, памятник установлен. Но вот к нему, чтобы пройти, это надо идти вот, ну вот по целине буквально километра 3, чтобы пройти. Это вот Ашмянщина. Ашмянщина. Да. Ну, много таких памятников. То есть все как бы вот эти волны мемориализации, они ну, разными были, да, то есть где-то не может быть памятника или могло не быть, ну люди знают, да, вот какой-то, ну вот насколько это важно все-таки, да, чтобы вот был какой-то знак. Есть памятники, которые поставлены белорусами, потому что евреев уже не осталось, не было, а белорусы поставили. Есть такой британский фонд семьи Лазарусов. Он не имеет отношения к Белоруссии совершенно, но они выделяют деньги для того, чтобы здесь поставили памятник. Вот Союз белорусских еврейских организаций за 7 или 8 лет мы поставили 116 памятников в разных местах, там, где их не было. Не говоря уже о том, что многие памятники восстановили, там делаются ремонты и так далее. Вот. Много ремонтируют местные жители, уже евреев там нету, в этом местечке. Есть люди, которые из-за границы присылают какие-то деньги, чтобы поставить памятник. А еврейское государство не участвует? Государства нет. Нет, государства нет. Но государство у себя ставит памятники, мемориалы там, и так далее. Но надо сказать, что в этом смысле Беларусь выглядит довольно достойно. Во-первых, 816 праведников официально, это уже цифра. Но мало указателей, дорожных указателей. У нас почему-то это не принято. А в Литве везде едешь, жидогеноцида капает, понимаете? В Литве это... Но там уже евреев нет практически. Евреев нет, но это, видимо, там... Вот там государство Израиль, по-моему, помогло. По-моему, да. Не знаю, там государство или нет. Но... Там есть куда изменяться. Вот с часами думаешь, як лепш захоўваецца памяць. Забівалі яўрэі вельмі часта далёка ад людскіх вачэй, і да тых помнікаў цяжка дабрацца. Конечно. А з другого боку, калі знаходзяць такія месцы ў горадзе і няма указальнікаў. Да. Вот Брест, вот у нас тут могілкі. Запытайцеся у супрацоўнікаў паліклінікі, ведаеце вы, што там могілкі? Ужо інфармавалі некаторыя. Здесь на дорогу устанавливают. Десятками год працуюць, не ведаюць, што тут могілкі яўрэйскія. Она еще была недавно. Арка, вы помните эту арку? Да. А вы могилы помните, которые раскапывали по ночам здесь? Я жил здесь просто. Я жил здесь с 70-го года. Когда мы переехали вот сюда, вот на Республиканскую, это вот мой район. Мы ездили на лыжах с папой, с мамой. И здесь был ужас. Здесь валялись кости и черепа. Многие это не помнят. Вот Институт Месграждан-проект, в котором мне, так сказать, довелось работать и так далее, он уже был построен, по-моему, на этом этапе. Но здесь ничего не застраивали. И памятники стояли на своих местах. И проезжаешь на лыжах, и читаешь там. Все на идиш, но иногда был и русский перевод там. И такие имена, вот как люди говорят, что вот впервые я услышал. По ночам здесь работали группы гробокопателей. Почему это кладбище было закрыто? Вот историки, это вам вопрос. Обком партии принял решение. Извините, это очень интересная история, которая, к сожалению, не знаю. То есть это закрыли не потому, что там антисемитизм у нас и так далее, а здесь был черти что творилось. А почему? Потому что захоронение это относится к какому? 19 веку? 1872 год, я закладка. Да, ну вот. 19 век. И, видимо, по еврейской традиции хоронили золото. Ну, людей, одевали на них кольца, ну, не снимали коронки, естественно, все это. Люди, которые копают, думали, что там... Так не просто думали, а они на этом зарабатывали. И для меня всегда было непонятно, откуда это, да. Потом это кладбище снесли, потом это все, ну, его же не сразу, вот эта арка, она еще существовала. Было видно, что это кладбище спускался вниз. Знаете, арка стояла там? Нет, арка, я вам покажу, где стояла арка. Я вам покажу, как... Вот она стояла на углу, здесь вот Гебелева и так далее. Вот где место старта школы. Но, может быть, была еще одна арка. Основная, куда привозили тела, это было тут. Нет,
мне Там, кажется. где увоход на... Вот Чак. угол мебельного... Нет, это угол мебельного переулка, я смею утверждать. Угол мебельного переулка, ну Гебелева сейчас улица, это мебельный переулок называется. И коллектор. И вот почему, потому что там характерно, там вниз спускался, ты как бы человек спускался, это, наверное, тоже еврейская традиция. Я, конечно, плохо это знаю. То есть, когда несли гроб и так далее, то есть человек как бы шел по ступеням вниз. Наверное, вот захоронения шли именно здесь. На медленном периоде. Но дело не в этом. Работали группы гробокопателей. А потом, спустя вот 20 лет, я могу рассказать, что я встретил человека, который работал в такой бригаде, но он был мальчиком. То есть его использовали. А руководить, ну, как все, я говорю, все в кавычках, синева, то есть рецидивисты, которые заставляли и так далее. А потом они говорили, все, и сами уже снимали вот эти драгоценности, откапывали золото, вот так вот. И на этом зарабатывали деньги. И это все было, вот, представляете, проезжаешь, вот это самое, а потом вдруг раз и могила раскопана. Это же не немцы делали, немцы этим не занимались. Немцы не оскверняли кладбище. Кстати, это тоже интересная тема. Они боялись заразы. И вообще у них это не принято. А вот это наши люди после войны. И потом обком партии принял решение закрыть это. Ну, собственно говоря, это же тема Это есть тема. и в вашем фильме Вот у «Одна вас из это ТНЦ». Помните, вот это еще Я не смотрел. десятилетняя, 10 лет назад встреча. Помните, там еще были, по-моему, на встрече свидетели из Малого и Большого Да. Тростенца и рассказывали, что, мол, вот когда девушку выдавали замуж, и говорили, о, она пошла в Большой Тростенец, Да. что там добро там они уже накопали. Да, вот это я помню еще десятилетней давности, вот эти встречи по Тростенцу. Самая вкусная история часами дает такие Да, неэтичные истории. А еще диорамы вот нету. Скажите, вот воспоминания детства тоже. Приходишь в наш музей Великой Отечественной, там покойный Лагун, которого, так сказать, я еще помню, Володя Лагун, наш художник белорусский, там была диорама, назывался «Минский котел». Он за нее, по-моему, получил государственную премию или что-то так далее. Вот сейчас ее, по-моему, она восстановлена, да. А почему никому не пришло в голову показать гетто? Ну, вот гетто. И, может быть, и существует. Это же вообще очень интересно. Ведь улицы по-другому были сложены, да, не было вот этого института. Улицы были сквозными. Многие, вот по воспоминаниям, считают, что такое Хлебный переулок. Улица Шорная продолжалась до Романовской Слободы, она была. А потом люди, которые писали воспоминания, они от руки даже рисовали, как был Минск сделан. Да, вот я это видел, это очень интересно. И все это сейчас, вот это то, что молодежь могла потрогать. Вот где была больница? Она сейчас существует, больница где-то. А Юденрата нет, его снесли. Юбилейный рынок, он существовал еще, я ходил в школу, и вот юбилейный рынок, сдавали бутылки там. Вот тоже, спроси, что такое юбилейный рынок. То есть, вообще, как все передвижения здесь. То есть, Он еще в 75-м, по-моему, был. юбилейный рынок. Был еще. Да. А это же основное, еще вокруг помню. этого юбилейного рынка, собственно. И первая акция там была немцев, да, пьяных. Вот эти, ну вот, когда это... Наверняка это даже можно отчасти Очень найти интересно. по аэрофотосъемке, потому что если есть аэрофотосъемка вот, района площади 8 марта, и у меня есть фотографии бывшего замчища, то есть по аэрофотосъемке действительно просматривается вот перспектива замчища. Потом немцы Да, то есть подробные карты ясно, изменились. ясно, 42-го что года, по-моему, да? это буквально еще 2 квартала, и мы имеем все гетто. Ну, вообще надо... Было вот как вот бы- эта улица же не коллекторная, это улица еврейская, на которой мы сидим. Тоже это интересная история. Кстати, это вот. Почему она еврейская, потом в советские времена стала коллекторной, почему сухая там и так далее. Но уже в центре города, на верхнем городе начали появляться такие таблички, где перечислены все названия улицы, там начиная от Доминиканской, заканчивая Энгельса. Вот, собственно говоря, вот это тоже был бы неплохой вариант, если уже говорить о том, что популяризация, если это можно так сказать, темы гетто, ну да, то есть вот и старые улицы,
и старые названия. Ну, это только Трассировка то, какая-то. что, Ну, да, хотя бы, виртуально да, хотя хотя бы то, что можно, да, то, что можно. Тут много тем. Восстановить. Видите, как Да. интересно. Тут Ладно. очень много тем. Это действительно. Какой-то мультики, на самом деле, шикарные. Какие же мультики Накерунков Мультики. разных. Нет, так оно может быть как раз и мультик был бы, но просто вы же понимаете, что если мы идем в кукольный театр и смотрим сказку о Красной Шапочке, это тот период, когда нам Красная Шапочка войдет в самый раз, да? А если мы смотрим «Ладья Роспачи», то, конечно, это уже 16 плюс возраст, понимаете? Вот, и точно так же дети, которые только встречаются с этой темой и вообще с темой войны, но да, это сложно, безусловно. Я просто помню ситуацию, когда мой, по-моему, 8-летний сын, придя со школы с глазами такими полными вот впечатления всего того, что он узнал в школе, он у меня спросил: мама, тебе при царе жилось хуже, чем сейчас? Ну, по крайней мере, ему, вот, наверное, во втором классе сказали, что был царь. Вот. И что тогда жилось не видно. Так признавайтесь, все-таки лучше или хуже? Да, ну вот, нет, просто надо понимать, что, да, к этому, ну, В хронологии они сильны совсем дети. Да, то есть, Наверное, их дети не знают, знаменуют. То, что было в советской школе, очень четко по периодам, пусть с мифами, но... Да, не, но тем не менее не в 8-летнем возрасте. Вот, и поэтому, если тема такая, ну, действительно, потому что кусочки же анимации у нас были вот даже в этом фильме, да, там гуси, вот эти же, да, и в вот, октября-то когда принимали? Я вот с вами понятно. поспорю. Там как раз должны были знать, что такое 7 ноября дату. Ну, Обязательно. Ой, это Надо Да. поучиться Да, у то есть этого октября- педагога, который... А? Надо поучиться у педагога, который смог так вот так ребенка. Ну, уже поздний у нас вечер, судовная дискусія. Великий дякую нашим експертам і, звісно, Єгору за фільм, який він сьогодні представив. І ми запрошуємо вас ще на наше посідження клубу вусного історика. Зараз він і радіє, раз на 2 місяці. В кінці красовика, початку мая буде наступне посідження.